новый театральный сезон, и сегодня у нас в студии художественный руководитель Остинского театра Гиви Валиев. Он расскажет о том, что ждет зрителей в новом сезоне. Добрый день, Гиви. День добрый. Гиви, ну прежде чем говорить о новом театральном сезоне, давайте подведем итоги минувшего. Чем он порадовал зрителей, что интересного было? В театре бывает интересно только спектакли. Театр должен жить только репертуаром. Это основное. В уходящем сезоне у нас были громкие премьеры, такие как «Король Лир». У нас была премьера «Демона» по Лермонтову. У нас была премьера по Иласу Арнигону «Челе». Также мы были на гастролях в Волгограде. Мы были на фестивале в Казани. Мы принимали один из лучших коллективов России – Вахтанговский театр. То есть уходящий сезон для нас был очень насыщенным, как в репертуарном, так и гастрольном, фестивальном. И еще раз говорю, встречали гостей. Если говорить о репертуаре Остинского театра, какая постановка пользовалась наибольшим успехом у зрителей? На что шел народ? Осетины любят свою драматургию. И это нормально, мы с этим, мы знаем, что если мы ставим национальную пьесу, она в любом случае выигрышна, она будет востребована. Такие спектакли, как «Жали», «Чензета», «Пашей Фандон», «Сола», это спектакли, на которых зритель ходит, и «Челе» был не исключением, также зритель пошел и принял спектакль. Но наряду с этим театр, он носит имя академический, и есть мировая драматургия, и русская драматургия, современная, и мы обязаны ставить, обязаны учить своего зрителя. Правильно ли я понимаю, что люди у нас ходят все-таки на комедии больше, да? То есть им ближе что-то комедийное сейчас? Им не сейчас ближе комедийное, им всегда было близко комедийные спектакли, комедийные пьесы, постановки. Но, еще раз говорю, театр – это не место для развлечений. У него другие функции. Да, вы должны прийти посмеяться, но это не должен быть смех, который вам дарит Comedy Club. Это чуть другое. Поучительный должен быть смех. И над чем смеетесь? Над собой смеетесь, да? Как в «Бессмертной комедии» Гоголя. И это путь наименьшего сопротивления, если театр ставит только комедии и занимается заработком. В театре есть судьбы, есть актеры, которым ты должен ставить задачи, которые выполняются. И не всегда твой репертуар принимает, допустим, обычный зритель. И я вам сейчас больше скажу, может быть, мои слова не понравятся многим, но скажу так, что есть поколения, которых мы как-то уже не переучим, да? Не научишь их вести себя там, в здании театра, как надо себя вести, опаздывать или не опаздывать, смотреть мировую классику или не смотреть. Ты там уже их не научишь, но есть молодое поколение, нацелено на них, чтобы воспитать в будущем людей, которые будут разбираться как в Коста, и в Гадиата Шика, также и в Шекспире, и в Островском, и в Гоголе, и в Чехове. Ну, мне кажется, вы сейчас как раз заговорили о том, что главная задача театра – это чуть-чуть менять людей. То есть, если человек вышел из театра, и он задумался над чем-то, то спектакль прошел не зря. Я знаю, что вы сейчас работаете над «Кровавой свадьбой», которую будете ставить в Сухуми. Расскажите, пожалуйста, об этом, что это за работа? Ну, как каждая работа, она очень интересная. Хотя «Кровавую свадьбу» я уже ставил в Лакском театре и в Дегорском театре ставил. Но каждая постановка, она отличается. Во-первых, отличается она обществом, там, где вы ставите, и актерскими работами. Но именно эта постановка, она отличается здесь чуть сложнее. Почему? Здесь сложнее тем, что это коллектив, который безумно хочет работать, но у них не те условия, которые, допустим, даже есть у нас. Им намного сложнее. В плане технического обеспечения? Технического обеспечения, отсутствие постоянной площадки, репетиционной постоянной площадки. Но есть энтузиасты. Это такая, так назовем их, могучая куча, несколько ребят, которые держат этот театр. Они имеют статус государственный. Создала ее Софья Харитоновна. Эти дети, так сказать, это ее дети, которые держат театр, которые сами являются бутафорами, костюмерами. И когда мы туда приехали, я скажу,
как есть, готов был обратно уехать, потому что понимал, что мы здесь задержимся надолго, это будет не скоро. Сколько времени уже вы? Ну, мы там почти 2 месяца сейчас, почти 2 месяца. Это не легкий. 2 месяца для спектакля это разве долго? Для приглашенного режиссера, да. Да. Ни один приглашенный режиссер 2 месяца не задерживается в театре. Это сколько у тебя должно быть времени, чтобы ты остался там? Ну, можно но сделать скидку, что это море, летнее 2 месяца. Нет, но я же говорю, это потрясающий коллектив, это потрясающие люди, которые безумно хорошо к нам относятся, очень хорошо к нам относятся. И мы поняли, что там, в этой республике, этому театру мы очень нужны. И, как оказалось, они нам тоже нужны. Мы приобрели друзей, и теперь я знаю, в любое время, приехав в Абхазию, я услышу искренне «привет». Вы будете как-то поддерживать взаимоотношения? Есть еще какие-то совместные проекты? Ну, надо пока закончить этот проект, посмотреть друг другу в глаза, понять, честно ли мы все поработали, и потом будем говорить о других проектах. Сейчас пока. А может быть, нечестно? Может быть, нечестно, но дай Бог, чтобы все было честно. Гиви, в прошлом году при вашем театре открылась детская театральная студия. Вы можете, как руководитель, подвести уже какие-то итоги? Вот жалко, что вас не было на так называемом экзамене, который они сдавали. Это такие горящие глаза детей, которые в зале видели своих родителей. Родители пришли на спектакль, который они сделали. Это волнение за кулисами. Они волновались так же, как волнуются профессиональные актеры. Они были искренни на сцене. И что очень важно для нас, как для национального театра, это все было на родном языке. И все дети, там более 60 человек, увлеченно занимаются театром. Некоторые из них уже участвуют у нас в спектаклях, в «Короле Лире». Очень много рекламных роликов, которые к нам обращаются. Мы предлагаем этих детей, потому что дети владеют как астинским языком, так и нет владеют уже актерским мастерством. Это такая какая-то вакцина делается этим детям, чтобы в будущем мы получили, может быть, не все из них станут актерами, но плохого они точно не сделают. Это чуть другие дети, и пусть никто не обижается, это другие дети. Это дети, которые занимаются актерским мастерством, сценической речью, танцем, хореографией, вокалом. Вполне возможно, среди нас есть люди, которые завтра будут художниками, станут там сценографы, кто-то начнет писать. Это такие люди пришли, дети такие пришли. Вы сказали о том, что около 60 детей принимало участие в выпускном спектакле, и мне кажется, это очень большая цифра. То есть изначально мы сейчас объявили еще набор. Мы будем объявлять набор, мы должны еще добрать, потому что они отсеиваются, уходят, приходят. Но... Главный критерий знания языка? Нет, мы их научим. Мы для того там и существуем, чтобы мы их научили. Главный критерий – это желание не только детей. Родители должны понять, что это не просто там, когда у вас есть время, вы можете прийти. Мы многих детей отчислили из-за того, что родители несерьезно к этому относились. Пропускали занятия? Конечно, пропускали и не предупреждали. Те, которые остались, те, которые есть, это такой свой костяк. Они ходят на все спектакли, у них допуск к репетициям, у них допуск к спектаклям, они живут в театре. Такая своя студия, которая завтра подарит 2, 3, может быть, 5 человек. А вы действительно считаете, что можно научить ребенка астинскому языку, если он будет просто заниматься в театральной студии? Нет, это, конечно, мало. Надо, чтобы в доме тоже разговаривали, да, но какая-то база, ребенок чувствует ответственность, потому что у него экзамен впереди на астинском языке, там сценическая речь, художественное слово, и он готовится. И, что немаловажно, готовятся и родители. Ведь они понимают, что в конце года у них будет экзамен, и они должны там подготовиться. Ну да, для родителей это не меньшая ответственность, конечно, чем для ребенка. Через 2 года вашему театру исполняется 90 лет. Вы уже что-то спланировали, какие торжества будут по этому поводу? Это надо сейчас поговорить нам с министром культуры, потому что намечается ремонт в театре. Я боюсь, что одно может помешать другому. Но если ничего не помешает, то, конечно, мы будем отмечать очень широко, позовем гостей и представим хорошую программу для юбилея театра.
конечно же. То есть в ближайшее время намечен ремонт в Остинском театре? Да, в 2024 году начинается ремонт в театре. И это хороший подарок юбилею. Но главное, чтобы к юбилею успели. И они, и мы. Это очень важно. Гиви, Национальному театру всегда нужны национальные актеры. Вот кадров хватает у вас? На сегодняшний день есть кадры и в университете, и у нас очень много молодых ребят. Как-то спрос на национальный театр за последнее время очень сильно вырос. В зале очень много бывает молодых ребят. И я знаю, что когда молодой человек смотрит спектакль, из 600 человек хотя бы двое, хотя бы один человек, он задумается, надо идти в эту профессию. Конечно, как Остинскому, так и любому национальному театру с кадрами сложно, но мы пока справляемся, И вот эта студия, которая есть, это сегодня можно, может быть, как-то скептически к нему относятся, как с улыбкой к этой студии. Это семена, которые вы посеяли. Да, но завтра эти ребята будут рядом с нами, я убежден в этом. Там есть очень хорошие дети, которые, плохо это или хорошо, но мы им уже вакцину сделали, театральную. Гиви, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, и до новых встреч. Спасибо вам, что вы пригласили.